Недалеко от Казани, в глухом лесу у деревни Пермяки Высокогорского района скрывается странное место – остатки советской ракетной базы. Здесь все дышит тишиной и прошлым. Бетонные коробки, остатки фундаментов, подземные шахты, заросшие дороги и тропинки. Когда-то это был стратегический объект, а теперь просто руины. По рассказам военных, служило здесь до 120 человек. База охраняла не только Казань, но и ближайшие города, до Ульяновска. База была секретной, что там конкретно было, бывшие военнослужащие не говорят. Военная тайна, но жители деревни, как всегда, конечно, все знают. Говорят, ракеты, а стояли здесь вроде бы комплексы С-75 и С-200, вывезли буквально за одну ночь. Время было неспокойное, может быть, опасались, что может случиться как в Чечне. Или же просто надо было ликвидировать базу. После этого территорию передали колхозу «Бирули». Сначала использовали здание как склады, потом начали разбирать металл, кирпич, бетон. Все шло в ход. База была большой, и ее разбирали годами. Что строилось за миллионы, потом обогатило отдельных дельцов. Развертывание комплекса С-200 вдоль границ СССР значительно ограничило возможности авиации НАТО по ведению радиоэлектронной и высотной разведки. Нарушения границы Советского Союза разведывательными самолетами НАТО прекратились. Зенитно-ракетные комплексы С-200, предназначенные для обороны больших площадей от летательных аппаратов, были приняты на вооружение в 1967 году. Судя по информации открытых источников, в России в 90-х годах заменены на модифицированные С-300. С-200 продавали и за границу, и они стоят на вооружении около 10 стран. Судя по информации СМИ, эти ракеты использует и Украина, модификации «Земля-Земля». Я впервые побывал здесь в 1998 году. Тогда выяснилось, что лес, где располагалась база, был подарен какому-то частному лицу. Сняли репортаж на телевидении, после огласки участок вернули в госсобственность. Но сама база продолжала разрушаться. Вот здесь был плац. Сотни солдат шагали под команду, а там стоял туалет. Теперь об этом никто не знает, ямы засыпаны. Судя по следам, не раз жарили шашлыки прямо над бывшим туалетом. Не зная, конечно, что под ногами. Осенью сюда ходят грибники. Но не все. Ходят слухи, якобы здесь когда-то хранилось ядерное оружие. Военные пенсионеры с базы, живущие в соседних деревнях, смеются. Хорошо, пусть думают, нам больше достанется. Радиационный фон здесь в пределах нормы. Атмосфера здесь особенная. Пустые проемы, темные спуски в подземелья, тишина, которую как будто охраняет лес. Сколько сил, денег и времени было вложено, и все ушло в никуда. Тогда люди в деревнях по колено в грязи жили, но строили вот такие базы ради великой цели. Сейчас это просто свалка среди деревьев, и хоть вокруг лес, возвращаться сюда не хочется. Иногда кажется, что если задержаться и прислушаться, можно уловить далекие шаги часового или гул пусковой установки. Но это только эхо прошлого. Остались лишь руины и грустные осознания. Все, что строилось с таким напряжением, исчезло в никуда.